Привет всем! Сегодня мы пройдем 6-й урок «Исходная точка чхыш жөндемі». То есть это показывает направление, откуда, от кого или от чего человек пришел или какое-то действие происходит. Откуда. Кайдан – откуда, кимден – от кого, эмниден – от чего. Окончания для существительных, образующих исходную точку – тан, том, тен, тен, дан, дон, ден, ден. То есть тоже в зависимости от гласных, как ранее мы уже проходили, меняются гласные, которые посередине, и в зависимости от последней буквы, глухая она является согласная либо звонкая, либо является легласная. От этого зависит окончания будут тан, тон, тен, тен или дан, дон, ден, дон. Новые слова. Дүкен – магазин, кайсы – какое, алдағы – вон тот. Получается, сегодня указательное местоимение проходит. Үй – дом, терезе – окно, бөлме – комната, эшик – дверь, либо это снаружи. Снаружи. То есть, если сказать эшиктен, то направление снаружи. Это не обязательно через дверь, это может быть еще просто снаружи. Дагы еще, могу вот этот, башка другой, бул этот, тигель тот, бар есть, джок нет, оба да. Сейчас мы на примере разберем новые слова, так же как и на прошлых уроках. Если вам будет чуть-чуть сложновато, вам нужно будет сначала выучить новые слова и далее вернуться к продолжению этого урока и прослушать предложение, то есть уже выучив эти слова, и тогда вам будет более понятна грамматика и более понятно предложение. Менин досум дүкөндөн келди. Мен, я, менин, моя, мое, дос, друг, досум. Это означает, что причастное к первому. Да? Менин досум, дүкөн магазин. Дүкөндөн – это направление с магазина, от магазина. Менин досум дүкөндөн келди. Здесь используем глагол. Глагол учить пока не надо, мы его будем проходить через несколько уроков. Здесь самое главное, чтобы понять келди, это будет пришел, приехал или прилетел, без разницы, потому что этот глагол показывает направление сюда, как бы в эту сторону. Менин досум дүкөндөн келди. Мой друг пришел с магазина. Сенин досум кайсы дүкөндөн келди. С какого магазина пришел твой друг? То есть, как ранее мы уже проходили, когда притяжательные местоимения проходили, когда мы говорим про мой, моя, мое, то есть первое лицо, окончание «м». Когда второе лицо, окончание «н». Когда третье лицо, окончание гласное. Сенин досум кайсы дүкөндөн келди. Это вопросительное предложение, потому что здесь есть вопросительное слово кайсы. Сашанын эжеси үйдөн келди. Здесь может быть тетя, может быть сестра Саши пришла из дома. Үй, дом, үйдөн – это направление откуда. Үйдөн келди. Абдан сулуу чымчык терезеден кирди. Абдан сулуу ранее проходили очень красивый. Чымчык – это птица, птичка. Терезе – окно. Откуда? С окна, да, со стороны окна. Кирди – зашел или залетел. То есть это тоже направление показывает сюда, да? Абдан сулу чымчык терезеден кирди. Очень красивая птица залетела с окна. Или из окна. Узун бойлу киши эшиктен кирди. Узун – длинный или высокий. Бой – это высота человека, да? А киши – человек. Эшик – это улица, либо дверь. В этом контексте это будет улица. Откуда? С улицы, да? Кирди – зашел. Узун бойлу киши эшиктен кирди. Получается, высокий человек зашел с улицы. Апам дагы эшиктен кирди. Мама тоже зашла с улицы.
Мен башка дарыгерден келдим. Я, башка, другой, дарыгер. Это врач. Откуда? С врача. От врача, да? Дарыгерден келдим, пришел. Мен башка дарыгерден келдим. Я пришла или пришел с другого врача или доктора. Бул киши кинодон келди. Кино так и будет кино. Но здесь может переводиться как фильм еще. Бул киши, этот человек, кинодон келди, пришел с этого кино или с этого фильма. То есть, значит, этот человек ходил смотреть фильм и пришел после кино. Кинодон келди. Тигиль эже Москвадан келди. Та женщина, та тетя, либо сестра, та тетя прилетела из Москвы. Тигиль эже Москвадан келди. Далее пройдем окончание для притяжательных местоимений. Для первого лица ман, мен, мон, мөн. Для второго ngан, нген, мон, нөн. Для третьего лица нан, нен, нон, нөн. Например, менин досум алдағы азық-түлік дүкөнүнөн келди. Менин досум могу азық-түлік дүкөнүнөн келди. В первом случае алдағы это с того продовольственного магазина, который принадлежит этому другу, да? Во втором случае другу принадлежит этот продовольственный магазин. Саша бөлмөсүнөн келди. Саша пришел из своей комнаты, получается, он был в своей комнате, и далее он пришел из своей комнаты. Здесь принадлежность, и тут окончание принадлежности, да? И, вернее, окончание откуда? Мен бөлмөмөн келдим. Бөлмө это комната. Бөлмөмөн добавляем окончание. Откуда? Келдим. Сен бөлмөңөн келдиң. То есть это получается притяжательное местоимение и обозначают еще откуда. И плюс притяжательность обозначает. На этом сегодняшний урок закончился. Надо будет также выучить вопросительные слова, окончания, новые слова и повторить на примере предложения. Да? Если что-то непонятно, можно будет пересмотреть еще раз видео. Если еще возникнут вопросы, пишите в комментариях, я вам отвечу. Надеюсь, вам был интересен этот урок. Всего доброго, до свидания.